Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости на сегодняшний день. Чебурашку выписывают из клиники. Вчера я навещала его. Прогулялись с ним на поводке. Надо сказать, Чебурашка очень смышленый ребенок и очень подвижный. Ни минуты покоя. Такая ягоза. Очень приятный, милый ребенок. Мы в срочном порядке ищем малышу дом, семью или передержку. Лечение можно закончить дома, в виде таблеток, например. Осталось пропить их. Персонал в клинике успел полюбить нашего Чебурашку, но сами понимаете, как это дорого, учитывая, сколько у нас на сегодня нуждающихся в лечении. Нам нужна или передержка, или сразу дом. Так, все, не хулига. Так, загрузили теперь Викочку вот с лапочкой. Трехлапочку дрожит, потому что в неизвестность, скажи, везут меня, да? Луночку везем к доктору. Не бойся, не бойся. Хорошая собачка. Вон как дрожит, да. Хорошая собака. Мама Всё, отдала, всё, да, классно, скажи. классно. Вон как лапочку поджимаем. Ой-ой-ой-ой, малышка, ну все. Ну ты не бойся, не бойся. Не бойся. Вы две девочки хорошие, две девочки. Ну не надо таких. Все. Все. Ой, а дрожит как? Ой, как дрожит. Конечно. Ой, Стресс. как дрожит. Осторожно, закрывай. Все, едем к доктору. Мордочки убрать. Луна, на. Да. Плачем мы такие, каприски. На. Вики, трехлапка Вики, повезли в назначенный день на операцию. Врачи осмотрели ножку, а там оказался очень глубокий свищ. Операцию перенесли до заживления этого свища. Сейчас назначено лечение, пьем таблетки и обрабатываем свищ. Даже 2 сантиметра. Да. А чем обрабатывать? Здесь, кстати, есть воспалительный процесс, вот как раз нижняя часть культи, ее надо будет потом убирать. Пока обрабатываем раносаном, и лучше подбинтовывать. Сейчас я подбинтую. Она снимет. Все так. Воротничок придется. Воротник доносим. Либо детскую колготку. Просто отрезаете одну штанину, вот так вот надеваете на культю, а здесь узелок завязываете или подшиваете. Прям все снимает. Так, подожди, малышка. Ой-ой-ой. Там прям даже на кости вот здесь есть выщерблено, докуда доходит. Вот она, это выщерблено на кости. Угу. Вот сюда вот уходит этот свищ. А хлоргексидином тоже? Хлоргексидином, да, можно. Луна. Здесь все гораздо сложнее и печально. Также в этот же день должны были удалить опухоль. При обследовании перед операцией выяснилось, что у Луны метастазы рядом с опухолью. Поэтому операция может только ускорить течение болезни, и врачи отказались оперировать. Перенаправили в другую клинику к другим специалистам, к онкологам. Сейчас мы должны записаться к онкологу и будем решать с ним, что делать дальше. Может быть, химия сначала? Или лучше не трогать ее? Не знаю, решать будут врачи.
Так жалко эту красивую, умную, скромную девочку, такая терпеливая. Дала сделать все процедуры, все обработки с ней врачу. Вот такие измученные и подорванные здоровьем прилетают к нам собаки. Ну а с чего же им быть здоровыми, когда они жили в постоянном стрессе, замерзали, голодали, получали пинки, испытывали насилие от тех, для кого они и живут, от людей. Страшно, страшно. Ну и как, подержать не Не надо, надо. думаете? Видеосъемка запрещена. А я только собаку, а не вас. Так, вот наша печень. Край печени. Выраженные желчные протоки. Вот эти вот белые очаги — это признаки того, что какие-то были воспалительные процессы ранее, ну, то есть кальцификаты, да? Но печень, сама структура сейчас в нормальном виде. Края достаточно острые, не круглые. Воспалительного процесса по печени не происходит. Так. Кровоток не усилен. Это новообразование молочной железы. Они метастазируют по лимфоузлам, то есть по подмышечным, по паховым, в органы брюшной полости, соответственно, по лимфотоку. В первую очередь селезенка, в вторую очередь это легкие. Легкие. Да, и вот здесь уже лимфоузел измененный, значит, это говорит о том, что уже раковые клетки проникли в кровь. Все-таки рак есть тут у нас, да? Это раковые, да. Это не что-то другое. Сейчас селезенку посмотрю. Ой-ой-ой. То есть он уже это, ну, в любом случае рак. Ну это не доброкачественное. Нет. Мне не нравятся легкие, честно. По легким есть подозрение на метастатический процесс. То Ну, есть я могу удалить ей, грубо говоря, это новообразование, но я не дам гарантии, что не пойдет дальше. Она стерилизованная же? да. Вот селезенка. Вот по току мы идем. Вот она. Вот. Угу. Она хорошая, она маленькая, она вдоль брюшной стенки. Немножечко усилен кровоток в теле органа. Сейчас доклик поставлю. Вот. Но не критично. То есть это норма для нее. Но селезенка в норме. Да, да. То Так, есть а селезенку. так, а другие органы? Друзья, мы не можем одну собаку лечить, а другой отказать в помощи. У нас сложная ситуация с оплатой лечения, и у нас очень много собак нуждается в лечении. Это только часть собак, о которых мы вам рассказываем. Но у нас есть еще собаки, до которых не доходит речь, не доходит. Я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Мы спасли этих хвостиков от гибели.
Неужели не дадим им возможность жить дальше? Сколько им суждено прожить? Я прошу каждого неравнодушного оформить автоплатеж, ну хотя бы на 100, на 200 рублей, каждого по его возможности. Это удобно и просто. Автоплатеж. Но это шанс на жизнь нашим спасенышам. Поверьте, они такие замечательные. Они очень терпеливые, они выносливые, и они шикарные. Шикарные собачули. Помогайте нам, пожалуйста, а мы будем делать все, что от нас зависит.